вот предварительное увлажнение пожароопасных территорий для снижения класса пожароопасности применено впервые в нашей стране и в мире в целом. И применено именно здесь, благодаря усилиям вашего руководителя, вашего главы вашей республики. Значит, ни одна республика или там край, там республика, административная единица, она свой самолет не имеет для этих целей. Этот самолет, он принадлежит вам. Техника нового поколения, она позволяет делать, так сказать, засевы и обработку облаков в автоматическом режиме с любым режимом, так сказать, воздействия. Приборы измерительного вычислительного комплекса тоже современные, они, значит, последнего поколения. И все вот это установлено на ваш самолет. Мы представляем вашему вниманию самолет-зондировщик Ан-26 службы спасения Республики Саха-Якутия и компании «Полярные авиалинии». Служба спасения является заказчиком на выполнение вот этих технологических работ на воздействие по вызыванию атмосферных осадков. По итогам работы самолета-зондировщика есть уже определенные результаты: спад пожаров. 95% пожаров, которые сегодня у нас есть и вообще были в этом сезоне, это, к сожалению, природное явление. Дожди вызываем с самого начала сезона, и благодаря этому во многих районах нам удалось как раз снизить класс пожарной опасности. В частности, вот северные районы, Колымская группа районов, где еще совсем недавно были очень серьезные пожары, в результате в том числе и воздействия самолетов-зондировщиков, большие такие серьезные хорошие дожди прошли, и сейчас класс пожарной опасности там практически уже снижен до нормального. Вообще таких самолетов-зондировщиков, действующих, работающих, 4 всего. Всего 4. Это значит ЦАО гидромета Як-40, Як-42, иркутский, вот, который по заданию авиалесохраны работает, и наш Ан-26. И все. На протяжении 2 лет это все разрабатывалось. С 22 года, вот, не, с 21 даже как-то прошел процесс, только начало проектирования. И в 23 году, как вы говорите, вопреки всем, да, мы получили добро, получили полностью совместно, еще раз, с ГОСНИ и с заводом 308 в городе Иваново. Они нам помогли полностью установить это оборудование. И в том году, в 23-м, он показал себя как очень успешный в тушении пожаров, вызывание именно осадков в виде дождя. В моем детстве Аннушка — это, извините, рабочая лошадка пассажирских перевозок, правильно? Да, потому что эти самолеты показали себя как надежная техника. И во многом эксплуатация на себя показывает только в лучшей стороне, в лучшую сторону. И пока ничего такого нет, у нас не разработано. Ну, вроде как разрабатывают специалисты российские, но пока замены по надежности Ан-24 и Ан-26 нет. Ан-26, он, почему как бы для нашей республики наиболее подходящим воздушным судном является? Поскольку у нас, во-первых, и территории большие, и аэропорты-то наши не все вот оборудованы, как сказать, взлетные полосы, да? Много взлетных полос на грунтовом покрытии, соответственно. Як-40 не во все аэродромы может садиться, а вот Ан-26 может работать по всей территории Республики Саха-Якутия. Они могут сесть, да, на гравийку. Более надежность выражена это в стойках самолета. И также то, что гравий получается, сами понимаете, гравий, это летит у нас щебень, гравийка, она вся поднимается, летит. И, естественно, расположение воздушного винта, двигателя воздушного винта, что довольно высоко и хорошо позволяет садиться, и камни отлетают, не попадают в винт. Это очень хорошо. Вот. Первый проект гражданской авиации. Это самый первый, именно в гражданской авиации. Очень хорошо помогли это 308 завод, авиаремонтный завод в городе Иваново. И, конечно же, наша замечательная ГОСНИ
Ну, конечно, с нашим присутствием наши представители тоже были при установке этих. В принципе, это все оборудование, все датчики, можно сказать, помогали со всей России. Что-то где-то изготавливалось по всей России. Все комплектующие данной системы собирались по всей России. Самолет переоборудуется полностью в грузовой вариант. Данный самолет оборудован как раз получается, для 3 видов. Это перевозка грузов, транспортный вариант, плюс ПАСО, поисково-спасательные работы, плюс тренировка РСПБС, да, как у нас есть. Это МЧС, ребята тренируются, прыжки, парашютисты. Вот у нас оборудовано полностью для парашютистов. Вот трос, вот цепляют парашюты, да, вот калитка полностью тоже. Это мы как проверочное делали, как у нас идет тренировка была. Помимо того, что вот это стоит стенд, на нем компьютеры, да, свои, оно все принимает сигналы вот от датчиков температур, ну, водности, датчиков влажности облаков. Все это уже оператор, который непосредственно занимается вот этим, все здесь уже у себя видит на мониторе. Все это принимает решение, все согласно вот этих вот мониторов. Также производится отстрел, тоже все здесь на этом небольшом стенде, все здесь находится. Но в данном оборудовании также входят пилоны. 4 пилона, которые уже непосредственно стреляют в облака, те, которые мы определяем. Наше оборудование, вот это вот, позволяет оценить, какое облако, ну, как эффективнее будет. Если туда сделать, произвести выстрел, то больше, обильнее будет в виде дождя выкинет осадков. Это уже на месте определяет. Выбирает облака и уже на месте определяет. Они находятся по разным бортам, что позволяет стрелять в любую сторону, правильно? Они стреляют вниз. Вот они стоят. По 2 с каждой стороны, слева и справа. В каждом пилоне, называется пилон, в каждом пилоне находится свой магазин, в который вставляются уже патроны непосредственно. Патроны с иодистое серебро. Вот для этого оно и предназначено, для вызывания осадков. Вытаскивается, забиваются патроны, забивается, потом вставляется сюда уже конкретно, так скажем, стапель вот это, и все, и самолет вылетает, и там уже после оценки выстреливают. Ну, их хватает надолго. И что здесь нужно для пилотов и конечно, наводчика? Какое мастерство необходимо? Но для них мастерство — это машину поднять как можно выше, до 6000, у него увеличение 6000, 6,5, и произвести выстрел именно в то место, где подскажет ему оператор. Это очень серьезно. Ну, вообще в плане пилотажного и в плане, ну, в общем, но мастерство очень обалденное именно для летчиков. Вообще, какая модификация данного самолета или как она звучит? Ну, модификация называется «Атмосфера». Ну, это именно российская разработка. Она используется для воздействия на облака, для вызывания искусственных осадков или увеличения осадков, для уменьшения пожароопасности, тушения пожаров. И также можно использовать для сельхозназначения. Ну, например, вот сухой сезон начинается, чтобы увеличить осадки, для увеличения осадков. А почему выбор именно Аннушки? Хотелось работать внутри республики, полезным для республики быть, как сказать, патриотом своей республики являться. Работа, от которой получаешь удовольствие. Вот из-за этих пилонов вам приходится мастерски выводить самолет на цель, правильно? Иногда сложности бывают, конечно, из-за турбулентности или, ну, когда близко подходишь к облаку, оно же все равно имеет воздушные потоки, вот нисходящие, восходящие, это все надо учитывать. С нами же летают, как сказать, центральной аэронавтологической обсерватории сотрудники. У них, ну вот, одного из операторов, у него метеорологическое образование. Он вот нам подсказывает, вот это облако лучше не подходить сильно близко, к этому облаку можно подходить. Здесь воздушные потоки с этой стороны будут подходить. Ну, совместно работаем, можно сказать. Ну, вы здесь решаете, где можно, а где нельзя, Да, конечно, уже по факту, вот визуально или по радиолокатору смотрим. У летчика что еще есть? Бог или кто? Нет? Или только свой опыт? И Экипаж. Экипаж, да? Да. На данном типе воздушного судна экипаж из 5 человек состоит. Командир воздушного судна, второй пилот, бортмеханик, вот здесь посередине сидит, штурман.
штурман. И борт-оператор, который отвечает за загрузку воздушного судна. А он где сидит? А он может на месте вот здесь сидеть, если позволяет, может вот там в салоне сидеть. Все-таки результат вашей работы, он же налицо. Да, конечно. И есть чувство гордости. Да, чувство гордости есть, конечно, когда ты видишь, что определенный пожар потушен. Ну, в этом году мы вот отработали 2 самолетами. В целом результат положительный мы видим. И до сих пор как бы продолжаем эту работу. На сегодняшний день еще вот самолет-зондировщик работает. Все-таки глава свое распоряжение почти 3 года назад сделал. Он не ошибся. Нет. У нас республика, как я говорил, очень сильно большая, обширная. Эту территорию, вот у нас сейчас работает 2 самолета, да, по этим, даже их, иногда бывает, что как будто бы не хватает для такой территории, чтобы всю покрыть, можно сказать, обработать. Мы в этом году расширили зону покрытия, так сказать. Ранее-то мы работали в основном в центральных районах, в Вилюйской группе улусов. В этом году мы много отработали по северным районам, да, вот, и в западной части Якутии. Вот, и, так сказать, географию расширили. Количество полетов также увеличилось в 2 раза по соотношению с позапрошлым годом, да, с 2022 годом. В этом году у нас 56 вылетов совершено, а в 2022 году 27 было. Но для такой большой территории, как Республика Саха-Якутия, здесь вообще по-хорошему должно быть работать 3 самолета, да, вот. То есть одно воздушное судно мы базировали бы в северных группах районов, допустим, в Среднеколымске, например, да. Одно воздушное судно здесь, то есть для работы в Центральной Якутии. И второе там, например, в Нерюнгри, например, для работы там в западной части. С вами был Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». До скорой встречи!